Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы проводим викторину, посвященную Великой Отечественной войне. В викторине участвуют участники 21 и 2 школы. Но перед тем, как начать, у нас в гостях правнучка героя Советского Союза Степанова Николая Саввича, Маргарита Николаева. Здравствуйте, дорогие участники мероприятия «Родина помнит героев», посвященного дню рождения героя Советского Союза Николая Саввича Степанова. Николай Саввич получил это почетное звание за личную смелость в создании плацдарма на берегу реки Южный Буг. Есть такая река в Украине. Степанов Николай Саввич. Родился 13 мая 1922 года в Ергетском, ныне Орлахском наследии Вилюйского района Якутской ССР. Призван в армию в июне 1943 года Вилюйским райвоенкоматом. Пулеметчик 1-го мотострелкового батальона 45-й механизированной бригады 5-го механизированного корпуса 2-го Украинского фронта Николай Саввич Степанов начал воевать с 22 февраля 1944 года. Участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии и города Праги. Участник разгрома Японии. В марте 1944 года при форсировании реки Южный Буг он блестяще выполнил задание командования перебраться на другой берег реки, поддержать пулеметным огнем наступление и форсирование реки пехотой. Прикрывая огнем переправу и поддерживая успешное наступление пехоты на деревню Маньковку, уничтожил до 15 солдат и 1 пулеметный расчет противника. За этот подвиг был представлен к званию Героя Советского Союза, которое присвоено было 5 мая 1990 года. Звезду героя вручали Николаю Саввичу в Москве. Николай Саввич после победы над фашистской Германией принимал участие в войне против милитаристской Японии. Принимал участие в освобождении таких китайских городов, как Мукден, Харбин, Чанчунь и Порт-Артур. Сам он родом из Вилюйского улуса, село Хампа. После демобилизации жил там и работал в школе, в комсомоле, колхозе, в сельпо, маслозаводе и в лесхозе. Везде работал отлично, добросовестно. Во дворе Вилюйского лесничества, где он работал 32 года, установлен памятник Николаю Саввичу. Он был установлен 2005 года по инициативе руководства Вилюйского лесничества. Ежегодно, день рождения героя, 13 мая, проводится торжественный митинг у памятника. Ученики Вилюйской средней школы номер 3, которая гордо носит имя Николая Саввича, проводят концерт. Выступают встречу близкие, друзья и руководство лесничества. В 2015 году, 16 сентября, в преддверии Дня работника леса, в городском парке отдыха и культуры города Якутска в торжественной обстановке был открыт сквер лесника. В нем установлен памятник Герою Советского Союза, леснику Вилюйского лесхоза Николаю Саввичу Степанову. А в 2017 году открыт музей леса Якутии, где также посвящен стенд Герою Советского Союза. Всего в Якутии 26 героев Советского Союза Великой Отечественной войны. 8 из них было дано посмертно это звание. 9-му Кондакову Николаю Алексеевичу также посмертно звание героя было дано, но уже в мирное время. Николай Алексеевич Кондаков тоже из Вилюйского района. Он был близко знаком с Николаем Саввичем, были друзьями они. И в 1996 году дали посмертно звание Героя Российской Федерации Михаилу Михайловичу Стрекаловскому. Получил это почетное звание за подвиг, совершенный в бою за освобождение Польши. В 2013 году был восстановлен звание Героя Советского Союза Кудряшов Николай Петрович. Он был лишен этого звания за один проступок, сидел в тюрьме, потом приехал в Якутию, жил там до старости в поселке Нюрба. Там и похоронен. Стараниями активистов и общественников, а именно почетного ветерана Михаила Тихонова, Николаю Петровичу возвратили
звезду Героя. И эта награда сейчас хранится в фонде Нюрнбергского музея дружбы народов имени Ксенофонта Уткина. Первым героем из якутов, как мы знаем из истории, является Федор Кузьмич Попов. Он получил это почетное звание посмертно. А теперь позвольте дать слово правнучке Николая Савича Маргарите Николаевой. Она является выпускницей Якутского художественного училища имени Петра Романова. Прекрасно рисует. А это она нарисовала деда. Очень похоже. Итак, Маргарита, вы принесли с собой мундир своего деда, как я вижу. Расскажите про этот мундир. Домой шел обратно в этом мундире в 1947 году. Вот, то есть это оригинал стоит, в нем Николаевич после демобилизации прибыл в родной Улус, вот как раз в этом мундире. Эти награды, которые на нем, они, как видим, это реконструкция, да? Настоящие медали хранятся сейчас в селе дома Балагатча у родных. Николай Савич получил звезду Героя в Москве, получал эту награду из рук маршала обороны Язова. Мы знаем вас как активного участника реконструкции исторического парка. У нас была реконструкция «Битва за Москву» осенью, да? Была реконструкция «Бой за Якутск». Это мое увлечение, мне очень нравится. Я понимаю, что это были тяжелые годы. И как вести себя в бою, как защитить себя от врагов. Да, первый раз чувства были потрясающими. Ты как будто осознаешь, что либо ты спишь, либо это реально. Вот весь обзор такой, как в советские настоящие времена. И у тебя такое чувство, и сердце начинает биться, и ты понимаешь, что ты не просто ты офицер. И ты еще, когда начинаешь кричишь во весь голос «Вот такой!» И все такие «За победу!» Просто нереальные ощущения. Через телевизор, интернет это вообще не интересно, как будто это уже, как сказать, это графика. Художники создали специально. А там мы показываем, что это было настоящее, что это настоящая война, как люди погибают, как они сражались с какими врагами. Вы принимали участие активное. Вообще девушек принимают активное такое участие в реконструкциях? Я пока единственная. Я пока одна. Сколько лет уже? Я с 2018 года в этом клубе. Меня познакомил один наш офицер. Федоров Иван Васильевич зовут. И вот я с ним познакомилась, и он знал, что я занимаюсь
военным делом, и вот он меня пригласил в состав России. И вот сразу меня приняли в клуб. Видимо, вы очень похожи на прадеда. Расскажите о нем, как о нем рассказывали, какой он был человек и вообще. Ну, он был немножко, грубым, как говорят сказать, грубым, острым человеком. Ну, когда вот наши деревни все приходили, и он сразу там начал задавать грубые вопросы. Вы кто такие, что вы тут делаете, вы зачем сюда пришли? Типа, он сразу задавал такие острые вопросы. И поэтому от него все боялись, типа, если в деревню пришли, начинали сразу спрашивать: Николай Савич тут? Родные сказали, что нет, он пока в лесу, там в работе, а сказали: фух, тогда хорошо. Мы из ваших слов предполагаем, что он человек был очень простой, сельский, Да. и очень добросовестно относился к своей работе, да? Так Да. про него пишут. Тогда в советские годы было очень слаженное лесное хозяйство, и вот, даже пожары были редки тогда, вот, и поэтому в этом есть работа работников лесного хозяйства. Поэтому его очень сильно уважают. Да. И вот о нем вспоминают, нему поставили памятник, есть стенд, посвященный Николаю Савичу. Кроме вот этих работ, представлены, какие у вас работы есть? Ну, у меня сейчас, я принесла то, что могу принести, а так у меня 50 работ. Связано о Великой Отечественной войне, начиная с 1939 до 1945 годов. Там портрет Сталина, Джугашвили, Гитлера и, Левитан и героев, летчиков, всяких таких боев. А теперь ребята подготовили интересные вопросы Маргарите. Давайте их послушаем. Когда умер Гитлер? Гитлер умер 30 апреля 1945 году в Берлине. Маргарита, а в какой стране возник нацизм? Нацизм возник в стране Германии, в Берлине. Что такое Т-34? Т-34 – лучший танк Второй мировой войны. Назовите двух известных летчиков. Известные летчики Иван Кожедуб и Александр Покрышкин. Трижды герои Советского Союза оба. В каком году освободили Польшу? Польшу освободили в 1945 году. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? Блокада длилась 872 дня. Как мы видим, Маргарита не только является участником клуба исторической реконструкции «Красный восход», но она и прекрасно знает историю. А теперь давайте начнем нашу викторину. А наше жюри – это наша гостья Маргарита Николаева, внучка прославленного героя Советского Союза Степанова Николая Савича. И наш методист Борисов Виктор Борисович. Первый вопрос. Когда началась Великая Отечественная война? Число, месяц, год. Будет 10 вопросов. Что ж, я думаю, все справились. Время. Второй вопрос. Как назывался план вторжения в СССР? Тут, если вы внимательно посмотрите, это ребус, ребята. Ага. Если вы его отгадаете, то тут выйдет план, название плана. Что ж, третий вопрос. По плану Гитлера на месте столицы Москвы должно было появиться пастбище, море и третий вариант – другой город. Что же хотел сделать Гитлер? Тут пишите просто вариант А, Б, В. Время. Четвертый вопрос. Сколько было храбрых солдат панфиловцев? Время. Идем дальше. Какой подвиг совершил Александр Матросов? Об этом мы тоже сегодня говорили. Время. Шестой вопрос.
немцы вешали такое предупреждение про нашего земляка. Осторожно, сибирская сова. Про кого они говорили? Кто это? Его имя. Что ж, идем дальше. Посмотрите внимательно на эти картинки. Что между ними общего, относящееся ко Второй мировой войне? Это было что-то очень нужное, которое помогло победить фашистскую Германию. Время? Осталось 5 секунд. Время. Так, идем дальше. Какой город находился в блокаде почти 900 дней, да? Это 2,5 года почти что, ребята. Об этом мы тоже сегодня говорили. Вопрос такой был. Сейчас этот город переименован, да? Ага. Время, да? Время. Какой отечественный танк стал легендой? Тоже сегодня был такой вопрос у нас. Название танка просто. Ну, называют это Я танк думаю, все знают. Да. самым лучшим танком Самый лучший. Второй танк. мировой войны, да? Вот так называется. Время. Мгм. И последний вопрос первого тура. Назовите самое крупное танковое сражение в истории. Вот тут тоже, смотрите, есть ребус, да? Можете по ребусу написать ответ, или, может, вы знаете. Время. Ага, все, на этом у нас закончился первый тур. Командиры сдаем ответы нашей жюри. Листочки сдаем. Сдаем, ага, сдаем. Итак, все сдали листочки, смотрим ответы. 22 июня 41 года. Надеюсь, эту дату все написали. Есть такое? Молодцы. План Барбаросса, да? Так назывался. Это император Римской империи, когда-то так жил. Но он тоже, к сожалению, проиграл. И я даже не знаю, почему назвали план Барбаросса. Третье – это море он хотел сделать. После уничтожения города Гитлер рассчитывал раскрыть шлюзы канала Москва-Волга. Представляете? Чтобы затопить. 28 панфиловцев, конечно же. Немцы подошли совсем близко к Москве, да? Всего 2 часа оставалось до Москвы. И всего 28 героев стояли насмерть. И отстояли таки эту дистанцию. И, конечно же, его геройство – это прикрыл амбразуру дзота своим телом. Этот геройский поступок очень многие повторили за ним. Также и наш герой из Якутии, Краснояров Клавдий Карпович. У нас есть такая улица, да, Красноярова. А где есть эта улица у нас в городе? В городе есть. А где? В Залаге, да. Вот здесь недалеко. Кульбертинов Иван Николаевич. Это снайпер, которого даже боялись немцы. И несколько раз у них был дуэт, и всегда он побеждал. Песня «Катюша», да, общего между ними, можно сказать, есть. И, конечно же, боевая машина реактивной артиллерии, которую тоже назвали «Катюша». Все написали ответ? Но если вы даже ответили по одному, по песне или по боевой машине, все равно зачитаем очко. Жюри. Так, это, конечно же, Ленинград. Я надеюсь, все написали. Т-34 тоже, я думаю, несложный вопрос, да? Молодцы. И это говорится про Курскую битву. Есть такое? Молодцы.
Итак, команда «Домино» получает 7 баллов, команда «Гвардия» получает 6 баллов, команда «Салют» получает 6 баллов и команда «Молодая гвардия» получает 7 баллов. Что ж, поздравляем команды, почти ноздря в ноздрю, и бой продолжается. Лидирует команда «Домино» и «Молодая гвардия». Второй тур будет про личности. Итак, первый вопрос. Кто это? Пишем, ребята, пишем. Так. А это кто? Кто же это? Пишем. Прославленный военачальник с Красной Армии. Третий вопрос. А это кто? Герой Советского Союза. Был тоже недавно снят фильм про нее. Найдите, посмотрите. Время. А это кто? Якутский снайпер. Очень знаменитый. Самый знаменитый, можно сказать. Сибиряки очень хорошо умели стрелять, так как в основном они были охотниками, охотились и стреляли, например, белку в глаз, чтобы не портить шкуру. Ну вот, он является одним из самых результативных снайперов Якутии. Как его звали? Осталось 4 секунды и время. Так, а это кто? Знаменитый диктор времен Второй мировой войны. Тоже тут, видите, есть ребус, да, наверху. Можете вот по ней отгадать. А кто знает, может имя написать, не только фамилию. Вот, Адольф Гитлер за него делал большую награду, да, объявил? Это был враг номер 1 для Адольфа Гитлера. Даже не Сталин, а именно вот этот диктор. Его прятали, он все время уезжал из города в город, чтобы они не знали, где же этот знаменитый диктор. И за что он так был. Осталось 5 секунд и время. Ага, идем дальше. А это знаменитая девочка блокадного Ленинграда. Как ее звали? Вот она, как видите, писала дневник о своей жизни. Вот. Очень трагическая у нее была жизнь. Как ее звали? Наверху ребус — это ее имя, но вы можете написать и фамилию, если знаете. Так, время. Все. Сдаем бумажки. Ответы сдаем. Смотрим ответы. Конечно же, это Иосиф Виссарионович Сталин, да? Генеральный секретарь ЦК КПСС, маршал Советского Союза, генералиссимус Советского Союза. Есть такое? Есть, молодцы. Это Жуков Георгий Константинович, советский полководец, маршал Советского Союза, герой Советского Союза, 4-жды притом. И Зоя Космедемьянская, первая женщина-герой Советского Союза. А это снайпер Федор Охлопков. Это знаменитый диктор Юрий Левитан. Левитан его звали. Внимание, говорит Москва. Сегодня, 8 мая 1945 года, в Берлине с представителями германского верховного командования
подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Поздравляю вас с полной победой над Германией. Читала прямо цитата с той великой реплики, да, Юрия Левитана. И вот он вел вот так всю войну, ребята, вдохновлял советских солдат. Поблагодарим нашу гостю. И последняя это Таня Савичева. Танечка осталась совсем одна, когда умерли один за другим все ее родственники. От голода, от холода, от ужасной войны, да? Ну, девочке было всего 10 лет, когда началась война, и в 14 она умерла, в 44 году. Что ж, итоги второго тура. Победитель команды лидирует команда Красной гвардии и Молодая гвардия. Ура! По 5 баллов. Молодцы. А где? Команда «Домино» получает 3 балла, а команда «Салют» получает 4 балла. Итак, первый вопрос. Назовите озеро, где произошло знаменитое сражение и погибли наши земляки. Про это был снят фильм, то есть про то, что там случилось в 43 году, в феврале. Тоже посмотрите, найдите, посмотрите. Режиссером фильма является Никита Аржаков. Время. Второй вопрос. Какая же это крепость? Тоже знаменитая крепость. Крепость-герой. Есть очень хороший фильм, называется «Я русский солдат». Время кончилось. Третий вопрос. Красное знамя над... Продолжите. Какое же это здание? Над каким зданием? Знамя это по истории два молодых бойца, грузин Кантария и Егоров. Русский парень. Осталось 10 секунд. Время. Итак, последний вопрос. Вам надо внимательно посмотреть и прочитать этот экран и найти ошибки из письма солдата Красной Армии. Здравствуйте, мои дорогие! Вчера отправили лыжную бригаду в Красноярск на озеро Ильмень. Познакомился со знаменитым снайпером Андреем Кульбертиновым. Надо побриться, одеть новую гимнастерку, сделать фотосессию и сразу идем в наступление под названием «Операция Барбаросса». Сейчас аккуратно сложу письмо в квадрат и надеюсь, оно дойдет до вас. Сколько же тут ошибок? Да, сколько найдете, столько и пишите. Дадим чуть больше времени, наверное. Да, чуть больше дадим. Пишите, какие это ошибки. Про что? Не просто число, там 5 ошибок или 6, или 1 ошибка, а именно какие эти ошибки. То-то, 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 то-то неверно, это неверно. Или нету ошибок. Может, ошибок нет? Подумайте хорошенько. Почитайте еще раз. С кем он познакомился? Куда идет наступление и как оно называется? Листочки сдаем. Третий тур закончился.
и смотрим ответы. Итак, это, конечно же, озеро Ильмень, да, где погибло 227 наших земляков, а пропало без вести 135 воинов якутян. Это, конечно же, Брестская крепость, да? Оборона продолжалась 31 день. Брестская крепость – это крепость, которая стоит в самом пути германской армии стояла. И когда немцы подошли к этой крепости 22 июня, Гитлер в этот же день, в полдень, ожидал от репортеров весть о том, что крепость взята, что они прошли дальше. Там были репортеры, там были солдаты, они уже готовы и пришли атаковать, но не тут-то было, да? Крепость не сдавалась. Репортеры ждут, камеры стоят, снимают, что делать, день прошел, неделя прошла, что такое, народ не сдается, что это? Они не могли понять, они не знали советского солдата, как они защищают, да, свою родину. Вот такие были храбрые бойцы там. Так, и, конечно же, это здание Рейхстаг, которые, где заседали госорган в Берлине, да? А всего было поднято 40 флагов над Рейхстагом. И вот смотрите, вот красный это вот то, где ошибки, да? Красноярск, то есть Красноярск где у нас находится, ребята? В совсем другом месте, да? Это другой регион абсолютно. Ильмень находится на Новгородской области, рядом с городом Новгород, поэтому неправильно Красноярск. Он познакомился не с Андреем, а Иваном Кульбертиновым, да? Об этом мы говорили тоже недавно. И была такая солдатская примета, когда побреешься, оденешь новую гимнастерку и сделаешь фотосессию, то ты не вернешься с боя, тем более перед наступлением. Поэтому они так не делали ни в коем случае. Ну, конечно, об этом вы можете не знать. И, конечно же, операция не Барбаросса называлась наверняка, да? Потому что Барбаросса это что? Мы говорили. Ага, план наступления гитлеровской, да, армии было. Угу. И сложили, обычно они слаживали письмо не в квадрат, а треугольники. Были треугольные письма, ребята, не квадратные. Конвертов тогда не было, тогда слаживали сами письма, самую бумажку вот так вот делали в треугольник и давали почтальону. Вот сколько было ошибок. Что ж, на этом наша викторина закончена, и послушаем итоги. По итогам третьего тура у нас команды получили следующие баллы. Команда «Салют» получает 2 балла. Команда «Молодая гвардия» получает 2 балла. Команда «Домино» получает 2 балла. И команда «Красная гвардия» получает 3 балла. Дорогие ребята, по итогам нашей викторины у нас шла ожесточенная борьба. И она была ноздря в ноздрю. Прямо ребята вровень шли почти, да? Но игра есть игра, кто-то побеждает. И у нас по 12 баллов у команды «Домино» и «Салют». Угу. И по 14 баллов у «Молодой гвардии» и у «Красной гвардии». У обеих гвардий по 14 баллов. Что ж, а победитель-то один. Для этого, для «Молодой» и «Красной гвардии» наша гостья сегодня задаст еще один последний контрольный вопрос. Кто ответит, тот и побеждает. Хорошо? И наша гостья сегодня, Маргарита Николаева, задаст для них контрольный последний вопрос. Кто быстро ответит, та команда и побеждает. Как называли самолет ночных ведьм?
ПО-2 это двухместный биплан, если не ошибаюсь, который использовался командой, ну как, группировкой ночных ведьм во время Второй мировой. Они, то есть, выключали двигатели, подлетали почти в упор к вражеским укрепам и сбрасывали на них бомбы. Молодец, я вижу, что у нас тут будущий историк нашей страны. О, молодцы! Итого у нас победила молодая гвардия. Поздравляем! Всем участникам сегодняшней викторины будут вручены сертификаты, а также дипломы. А перед этим хотим поблагодарить нашу сегодняшнюю гостью Маргариту и вручить ей благодарственное письмо от исторического парка. Также у нас в этом году проводилась настольная игра «Битва за Ржев», где играли наши учащиеся города Якутска, а также Намского улуса. Игра была очень интересная, состоялась она и офлайн, и онлайн форматах. Выявились победители этой игры, и сейчас хочу вручить награду, настольную игру «Ржев». Это уникальная игра, и вместе с ней вот книга о Ржевской битве, где полегло на поле боя очень много наших соотечественников. Там памятник есть воинам-якутянам, погибшим в этой битве. Итак, в торжественной обстановке объявляем победителя настольной игры «Битва за Ржев» Национальной политехнической средней образовательной школы номер 2, команда «Тоскул». Далее позвольте дать благодарственные письма учителям истории и обществознания школы номер 2, которые принимали активное участие, руководили этой командой замечательной: Даниловой Сардане Сергеевне и Левиной Вере Прокопьевне. Что ж, мы подводим итоги, и всем участникам, конечно же, вручаются сертификаты. Всем участникам выданы сертификаты об участии в нашей замечательной викторине, и приглашаем в дальнейшем всех уважаемых зрителей для участия в нашей викторине. Тогда вы сможете стать обладателем абонемента нашего исторического парка. Вручение дипломов нашим победителям. Первое место вручается в нашей команде дипломы Федоров Алексей, Миронов Степан, Корнилов Егор, Ирников Эрель, Сидев Титамир. Благодарим всех за участие, приглашаем в наш исторический парк.